А в Выльгарте прошла «Заваленка» – всероссийский фестиваль самодеятельных исполнителей народной песни. Вот уже в 18-й раз собрал на своей сцене лучшие творческие коллективы со всех уголков России. Архангельская, Московская, Кировская, Ярославская область, Республика Удмуртия, Марий Эл и Чувашия. Вместе с гостями народные песни послушал и Павел Королев. Всего за каких-то несколько лет «Заваленка» стала настоящим брендом Сыктывдина и одним из главных культурных событий лета. И традиционно здесь не только поют и пляшут. С самого утра в центре Выльгарта идет бойкая торговля. На прилавках товары народного промысла и, конечно же, продукты от местных производителей. Здесь же рядом можно познакомиться с работами местных умельцев и даже своими руками сделать горшочек из глины. С двух сторон сдавливаем и поднимаем морковку. Так руки мне пока даем в пользование. Вообще, сыктывдинская земля очень богата на мастеровитых и талантливых людей. К слову, в этом году «Заваленка» совпала с юбилеем уроженца села Пашга Владимира Тимина. 2 июля народному поэту Коми исполнилось бы 85 лет. Сегодня у нас работает читающая «Заваленка», посвященная 85-летию Владимира Тимина, уроженца нашего Сыктывдинского района. Это наша гордость и слава, и поэтому в этом году все мероприятия посвящены крупному юбилею писателя. И читающая «Заваленка» в том числе. Тут будут звучать песни на стихи Владимира Тимина, стихи и стихи самодеятельных авторов. Между тем, свой номер репетирует коллектив из Подмосковья «Беседушка». Идут последние приготовления. За 17 лет своего существования коллектив объездил уже практически всю Россию. Но по признанию артистов есть некоторое волнение, ведь конкуренция на фестивале ожидается нешуточная. Очень сильные коллективы. Могу вас тоже заверить, так как есть с чем сравнивать. Очень сильные коллективы. Каждый индивидуален. Я даже не знаю, как жюри будет это все оценивать, потому что каждый индивидуален. У каждого своя изюминка. Каждый представляет свою традицию. Главная же особенность этого фестиваля – это большое количество молодежи среди исполнителей. По словам организаторов, с каждым годом все больше прослеживается преемственность поколений. Молодежи много. То есть вот первые «Заваленки», я помню, приезжали откровенно, так скажем, возрастные такие коллективы. И я ничего не имею против, это все прекрасно. Бабушки молодцы, они хранят наши традиции, это все хорошо. Но приятно, когда с ними молодежь. Приятно, когда понимаешь, что семя упало в благодатную почву и там что-то появилось. Вот в этом сегодня фестиваль мы видим очень много молодых. Однако по итогам фестиваля опыт все же победил молодость. Гран-при «Заваленки» достался удмуртскому коллективу «Гербер», который впервые выступил на Сыктывдинском фестивале. В 2000 году мы получили звание «Народный». И вот с того времени я являюсь руководителем. Сейчас в нашем коллективе работники колхоза, у нас потому что колхоз очень сильный, работники библиотеки, есть предприниматель, педагоги, пенсионеры уже и клубные работники. В репертуаре у нас удмуртские народные песни, танцы нашего района, нашей республики. Но раз мы ездим с концертами по району, мы в репертуар берем и русские песни, и эстраду. Главная идея «Заваленки» – объединение посредством народных песен и традиций. И все эти хороводы и ручейки – как культурный код, который связывает коми, русских, удмуртов и все другие народы нашей необъятной страны. И знаете, из года в год фестиваль становится ярче. Ярче почему? Потому что костюмы стали ярче, краше. Вообще праздник, конечно, очень красивый, очень такой народный. Ну а завершил «Заваленку» концерт звезды 90-х Марины Хлебниковой, которая, несмотря на прохладный вечер, смогла раскачать публику фестиваля. Павел Королев, Дарья Вологжанина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Выльгарт.